Это грунтовая дорога, как немой экскурсовод по живописнейшим местам горной Ингушетии. Уже не первый год он, как неизменный попутчик, служит туристам со всех уголков планеты, осваивающим маршрут к многочисленным архитектурным сооружениям в горной Ингушетии. Башенный комплекс Тумги относится к хамхинскому обществу, является родовым селом Тейпа-Тумгоевых. Сосредоточенные в одном месте многочисленные древние памятники архитектуры стали колыбелью для почти 60 современных ингушских фамилий. Среди них Олеговы, Мережковы, Цалоевы, Теркакеевы и другие. Все башни в селении Тумги, а это одна боевая и 15 жилых, полуразрушенные и нуждаются в реставрации. Такая же ситуация и с двумя склеповыми могильниками, которые датируются 13-15 веком. Здесь же, хоть и не во всей красе, для туриста предстает храм Тумги-Ерды, длиной около 10 метров. Некогда здесь проживали жрецы, специалисты горского права и медицины, что свидетельствует о богатстве моральном и нравственном, духовном и культурном. Место, где древность соприкасается с реальностью и наоборот. Здесь человек обретает полное единение с природой. Трудно отметить, что здесь, в горной Ингушетии, можно встретить и тех, кто решил вернуть памятникам первозданный вид. Труд на самом деле очень нелегкий, даже иногда не можешь представить себе, насколько была трудоемкая работа и как они это смогли, в принципе, построить, поэтому очень интересно. В настоящее время только боевых башен в горах республики исследователями выявлено и учтено более 120. Каменные великаны – объекты культурного наследия, которые и по сей день остаются визитной карточкой региона, до конца не изучены. Из-за труднодоступности и различных ограничений, связанных с пограничной зоной, объекты ингушских сказаний, песен и легенд уже целые столетия стоят здесь, в сердце Кавказа. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Новости 24.